Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся у здания окружной администрации города Якутска, где сегодня начинаются, не сказать, что рейдовые профилактические мероприятия по так называемым наливайкам. Сегодня Общественная палата, представители власти, министерства и отделений окружной администрации пройдут по всем известным местам, где можно купить алкоголь в неположенное время. Недавно вступили в силу изменения в закон республиканский, который не позволяет так называемым наливайкам работать, если у них внутреннее помещение, где обслуживаются люди, меньше 75 метров. Фактически это начало большой борьбы с наливайками. Давайте разберемся, как это будет происходить. С 1 сентября у нас вступил в силу изменение закона Республики Саха-Якутия о введении дополнительных ограничений, согласно которым у нас в прилегающей территории к многоквартирным домам запрещено оказывать услуги общественного питания с розничной реализацией алкогольной продукции менее 75 квадратных метров площади обслуживания. На сегодняшний день у нас около 60 организаций подпадают под данные ограничения дополнительные. Мы ведем сейчас работу по обновлению списков, в том числе нам предприниматели, организации приходят со своими документами обосновывающими, это как технические паспорта или план с экспликацией, где показывают, что у них площадь обслуживания больше 75, и в отношении них мы никаких мероприятий профилактических не проводим. А те, которые у нас по визуальному осмотру и подпадают под возможные ограничения, будут вручаться уведомления, в том числе при достижении контрольно-надзорными органами. То есть пока мы их не закроем? Нет, у нас это все-таки федеральный закон действует, это будет у нас идти в судебном порядке, или на совесть самих исполнителей. Сколько времени дается предпринимателю, чтобы исполнить предостережение? Но закон у нас вступил с 1 сентября. Получается, уведомления сейчас вручатся, после чего уже сотрудники Министерства внутренних дел уже будут проводить свои контрольные мероприятия. Месяц, ладно. Получаем вам уведомление, рекомендации. Точка находится. Если обратиться к статистике, то с 2018 года по сегодняшний день в республике количество торговых объектов алкоголем увеличилось на 500 штук. Это очень большое количество, и это чувствует население. Очень много обращений и как в администрацию города, как в Министерство предпринимательства о том, что действительно увеличение количества употребления алкоголя влияет на всю жизнедеятельность республики, можно так сказать. Поэтому усилиями городской администрации в феврале месяце была поднята инициатива о том, чтобы ограничить, увеличить квадратуру торгующих объектов, особенно общепит, который считается сейчас наливайки, так в народе называемые, и их требование к их размерам было 25 квадратов. С 1 сентября этого года эти требования увеличились на 50 квадратных метров. То есть они сейчас, зал обслуживания должен иметь размер 75 квадратов. И в связи с этим все те организации, которые торгуют в качестве общепита, получили уведомления. И мы сейчас ездим, проверяем, насколько они соблюдают эти требования. Мы видим, некоторые закрыты сегодня, а некоторые оборудуют как могут. Но это тоже надо доказать, что безопасно, что соответствует всем нормам санэпиднадзора. Будем дальше следить и проверять, чтобы соблюдали все. Что касается именно этой наливайки, как вы считаете, у них не оборудованы столы? Я думаю, что раньше здесь был склад одновременно, а там и одновременно и зал зал обслуживания на месте, открывает тару и так далее. А теперь, видимо, второй этаж сооружает, чтобы здесь был зал, а там склад. Посмотрим, как это. И тут уже должны подключаться, наверное, я говорил, что Роспотребнадзор, насколько это гигиенично. Видим, что такие следы, как подвальное помещение. Поэтому
Надо, чтобы предприниматели здесь соблюдали все нормы. Мы находимся в одной из наливаек на 203-м микрорайоне, но здесь оборудуется типа второй этаж, чтобы разместить столики. Но он для хоббитов, да, или для людей очень маленького роста, которые будут сидеть и пить. Я не знаю, как это будет происходить. Причем эта наливайка работала до этого закона. Видимо, ну, пытаются каким-то образом избежать все это дело. Не знаю, закон налили, когда закон уже есть, 75 метров тут явно нету. И сейчас им работать тоже непонятно, можно, не можно. Самое интересное, что этот пивной бар, он находится прямо внутри торгового, ну, как бы продуктового супермаркета. Ну, то есть здесь заходишь за продуктами и в пив-бар. Находимся у одного из ресторанов серии «Убати». И здесь такое объявление, Матвей Иванович. Временно закрыт на ремонт. Ближайший филиал находится, ну, какой-то адрес, больше-меньше закрыт. А вон там вот проходят ремонтные работы. Видимо, предприниматели, владельцы наливаек поняли, что закон вступает в силу и начали увеличивать свои площади для посадки клиентов. Кирилл, ну вот мы находимся в точке. Она так и называется, точка. По вашему мнению, соблюдаются ли здесь требования? Визуально нет, но будем ждать подтверждающие документы для того, чтобы не быть голословными. А какие документы мы будем выдавать предпринимателям, которые нарушают? Сейчас мы, получается, будем вручать уведомления о рекомендации, а в дальнейшем уже будут проводиться сотрудниками МВД контрольно-надзорные мероприятия. Так, закон с 1 сентября вступил, почему не выполняете? Они расширяются. Где? Мне сказали, что в соседнем помещении это будет наше место, наше помещение, мы расширимся. Ну, вы же не расширили? Мне сказали, что когда придут, вы, то есть все обращения к начальству, не ко мне. Да. Начальство передайте. Я Ну, сейчас же, передам. получается, вы с нарушением работаете. Я могу закрыться. Вот отдельно, да? Уведомление, рекомендация. Далее. Сказали подписывать. Что говорит начальница? Сказала позвонить юристу и с ней посоветоваться. К сожалению, некоторые владельцы наливаек создают конфликты на, казалось бы, ровном месте. У нас квадратура позволяет. Ну вот они хотят проверять. Берите камеру. Зачем? Я вам разрешение же не давал. Мы находимся в общественном месте же, правильно? Это улица. Ну вот, это общественное место. Выключите камеру. Я не даю Тогда согласия на съемку. диалога никакого не будет. У нас квадратура позволяет, около 100 квадратов, поэтому... А вот там вот. Где? А я там не имею Там мы никакого отношения. не имеем отношения. Конечно. Там собственники. Поэтому не надо другие ходить есть. вовнутрь в помещении, пожалуйста, съемку не ведите, я А согласен почему? на это не даю. Почему? Ну, согласен на это Это не общественное даю. место, вы же Я- работаете там. Нет, правильно? я не даю согласен. Ну, Да. не давайте. Вот, поэтому... Нас это не касается, потому что это общественное место. В общем, вопрос в чем? В квадратуре? Да. У нас квадратура позволяет. Отлично. Все, до Ну, свидания. чего, вопросов нету. До Ну свидания. все, всего доброго. Съемочку только прекратите. Здравствуйте. Здравствуйте. Лазарев Юрий Петрович, департамент предпринимательства. Вы же знаете, какая квадратура у нас. У нас не распространяется на этот объект. Ваши данные некорректные. В этом списке некорректные данные. Пожалуйста, проверьте данные. Поэтому я не буду даже уведомления брать. Он не распространяется на мой объект это. У нас квадратура около 100 квадратных метров. А вот там 75. Немножечко, камеру выключи, немножечко, Чё ты снимаешь? как-то Зачем снимаешь? неучливы. Меня зачем ты снимаешь? Ну, нужен. А? Нужно Нет, план, это Чуть не легче нужно. ты должен. план Это- аппликации, техпаспорт. Вот, пожалуйста, Тебе делайте запрос. Все, документы же все в порядке. Делайте запрос. У нас собственно... Отказывайтесь тогда от вручения. У нас квадратура около 100 квадратов. Это нам не подходит, понимаете? Это не под Закон нас. этот не распространяется Конечно. на данное заведение. Здесь 100 квадратных метров. Что Как вы бы вам хотите? не хотелось. Поэтому никакое уведомление мне приносить не нужно. У нас площадь около 100 квадратных Ну метров. хорошо, Всё. Ну, до свидания, не надо Что, стоять. борец за справедливость, что ли, ты или Нет. что нашел? Я хожу и отвечаю Тут работу. ходило несколько, уже в тюрьме оба Нет, сидят. давайте- Что Вы с мне усами угрожаете? нарушено? Нет, Да при чем здесь угрожаю? Я давайте факты вспомним констатирую. человека, который сюда ходил, Дилустан Сейчас под Таскин, следствием в находится. тюрьме. Он выходил сюда в пандемию. Да, он сюда ходил каждый день, а он вымогал, оказывается. Нормальный Вот и диалог все. идет. Зачем ты снимаешь? Вот. А сейчас другая команда пришла. Снимаешь? Я сказал, не снимай меня. Что позволяете себе? Не снимай меня. Сказали не снимать. Сказал же не снимай. Тебе тоже камеру сломать или что? Успокойся.
Чё? Мужчина, Чё ты? успокойтесь. Чё ты? Так, камеру выключайте. Камеру выключай, нормально разговариваем. Чё ты, блин, камеру убери, говорю. Будем обращаться Камеру в убери, свой органы. микрофон убери свой. Чё ты смотришь? Чё глаза-то бегают, блин? Так, все. Нервничаешь, что ли, или чё? Вы же получили уведомление? Нет, мы не получаем, потому что у нас площадь Ну, если здесь у вас большая. соответствует, Конечно. Какие претензии-то? Ну, Получаете? для чего? А А вот зачем? этот цирк-то Вы же для не чего? идете в другое место. Подождите. для чего вот этот контрольный цирк? рейд? Ну, Подождите. снимает рейд? меня? Мы На сегодня контрольный рейд. Мы- пятерыми местах. Мы хотим с вами... Отойди, пожалуйста. Слушай, ты не толкайся, Да а? отойди, говорю, отсюда. Отойди, говорю, отсюда. Слушай, Ну, отойди отсюда. Слушай, ты что меня толкаешь? Отойди отсюда. Ты что меня толкаешь? Да ничего, ты тебя мандра. Конечно, блин, стоишь ты наезжаешь, блин. Я еще раз вам говорю. Вы же не выключи идете в свою другие камеру. места, где позволяют Выключи площадь. камеру, я тебе Почему вы говорю. пришли сюда? Нет, вы Ты чё, блин? получили. Нет, мы не Там получили. есть много кого. У тебя что это даст? соответствует. Ну что тебе даст эта съемка? Соответствует. Что тебе даст Вопросов она? нет. А? Вы Ну, сделайте вы же- запрос. Площадь соответствует. Делайте запрос. Ну, это же комиссия приходит. Нет, не Вручает- надоело. Мне уже. вручает всем. Вот такая комиссия, мы уже все это Вручает уже все всем. было. Люди в тюрьме сидят, которые также ходили при власти, были. Ты же по-любому Вот. куплен кем-то. Конечно. Кем? Ну я не знаю кем. Ну, давайте, Как, ну, как скажи. предыдущие Матвею комиссии. Ивановичу? Как предыдущие Государственный канал. комиссии. Мы к Матвею Как Ивановичу вообще... предыдущие комиссии. Вот с Матвеем Ивановичем мы Ну, будем так я показываю, разговаривать. как он Камеру работает, уберите, правильно. будем разговаривать Государственный спокойно. канал. Ну, Да и в ради общем, бога. вопрос этот закрыт. Не ругайтесь. У нас Уведомление получили. Нет, Отвечайте, нет. что Кому отвечать? соответствует. Кому я должна отвечать? Ну Делайте, вот, отдел вы предпринимательства. делаете Отдел. они делают пусть запрос. Запрос, Ну вот какая они площадь? ходят, у них как- ходят Запрос и на вручают. площадь. Нет, запрос на площадь А пусть вы делают. отвечаете. Но Это же некорректные всё доступная данные. В этом информация. списке данные некорректные. В чем мы же не прячемся никуда. Ну, Пожалуйста. они мне А показывают. зачем закрыли? Не, Чтоб вот ты туда не чтоб ты зашел. туда не Все, зашел. вопросы Смотрите. есть. Находимся у одного из заведений, называется пивобар, да? Встретили хозяйку так этого заведения, так понимается. Они просто взяли и закрыли дверь. Ну, то есть это общественное место, где ведется торговля по федеральному закону. Мы вполне имеем право там снимать. Скандальные люди какие-то не мешают нам работать.